Всем привет! В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня в эти дни. Без вас мне бы давно уже вынесли бы обвинительный приговор. Суд перенесли на неделю. Все прекрасно понимают, что по мне будет не просто приговор. Это будет окончательной победой всего беззакония и беспредела, который творили власти и их приспешники против меня и нашей команды. Это будет означать, что власть имущие могут любого человека оболгать, подставить и посадить. То, что происходит со мной, может произойти с любым из кыргызстанцев. С нами можно делать все, если мы будем мешать им воровать и обманывать. Вот что хочет доказать власть, и она это делает. Есть прямая связь между нашими расследованиями и давлением на нас, включая скрытые камеры в спальне, шантаж наших сотрудников, угрозы, слежка, прослушка наших телефонных переговоров, подкидывание наркотиков, фальсификация дел, травля в социальных сетях. Мы доказали это в своих расследованиях. Что мешает суду вынести против меня приговор? А мешают кыргызстанцы, которые за этим делом наблюдают, поддерживают нас словом и делом. Наши граждане, которые умеют сложить 2 плюс 2. Люди, которые не хотят жить во лжи. Не думайте, что мне вот очень интересно ходить по судам, раскрывать их ложь, доказывать, что я не верблюд. У меня была возможность уехать за границу и спокойно работать и зарабатывать. Спокойно бы растил сына. Но я тут, с вами. Потому что перед глазами стоят обычные люди, фермеры, бизнесмены, грузчики, таксисты, те, кто не имеет власти. Я такой же простой человек, гражданин своей страны, который желает ей мира, спокойствия и процветания. Власть, применяя всю свою мощь, пытается показательно сломать меня как журналиста, как человека. Если я сдамся, то что будет с простыми людьми? Не то скажешь, не так взглянешь на власть имущего. И что, всех будут сажать дальше? Такого унижения я не хочу для своего народа. Я никогда не сдамся и буду бороться с этой системой, построенной для обнаглевших от вседозволенности властей. Без вашей помощи мне будет очень тяжело. Я рассчитываю на вашу поддержку. 28 сентября в 15:00 в Свердловском суде я буду выступать с последним словом. И, возможно, если опять не перенесут, будет окончательное решение суда. Покажите, что вы так же, как и я, и моя команда, против вседозволенности властей. Покажите, что вы хотите жить в Кыргызстане, где есть защита базовых прав каждого человека и правосудие, в конце концов. Просто придите и скажите свое «нет».